Выставка Музея музыки и фольклора народов Якутии посвящена фольклору юкагиров Республики Саха-Якутия и приурочена к мероприятиям Года Арктики в нашей республике. Юкагиры с древнейших времен населяли территорию современной Якутии, Чукотки и западной части Магаданской области. Происхождение этого народа до конца еще не выяснено. В прошлом юкагиры были многочисленным народом. Существовало предание о том, что чайка, пролетавшая через их земли, темнела от дыма юкагирских костров. Так их было много. Якуты даже северное сияние называли юкагир-ота, юкагирские огни. Наша выставка называется «Лунное лицо». Так называется юкагирская сказка о Луне. Записано несколько юкагирских сказок о Луне, но одна из них необычная. Оказывается, когда-то Луна была человеком, и этот мужчина жил у озера и ходил по соседям. Они были и богатые, и бедные, он все у них еду искал. Когда человек наедался, то он радовался душой, он ходил далеко, на людей глядел и улыбался. Однажды к очень скупой женщине зашел, попросил накормить его, а женщина ответила: «Я еще не варила еду». Он сел ждать. А она нарочно на очень медленном огне варила. Так она обычно выпроваживала нежданных гостей. Человек ждал, худел и, не дождавшись, ушел. Женщина тогда сама еду съела. А попрошайка пошел к соседям, а там уже все спали. Совсем он похудел, кожа до кости, и когда он снова появился, и добрые люди его везде кормили, то круглым и довольным он становился, а потом он уходил и голодным возвращался. Так он в луну превратился. С тех пор, став луной, как прежде вокруг озера ходил, так вокруг земли теперь ходит, а лицо его то худеет, то толстеет, довольным становится. А сейчас о священных животных юкагиров вам расскажет научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Российской академии наук, председатель Совета старейшин юкагиров нашей республики и вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Якутии Вячеслав Иванович Шадрин. Вообще, если говорить о священных животных юкагиров, необходимо остановиться на таком явлении, как тотемизм. Действительно, юкагиры – один из тех народов, который достаточно ярко сохранил вот эти проявления тотемизма до сих пор в своих представлениях. Так, например, если вы приедете в Нелемное, вам все, и дети в том числе, будут рассказывать легенды о зайце. Недаром даже родовое название юкагиров, лесных юкагиров, это заячьи люди. Кто-то будет говорить о них как ушканский род, а кто-то будет говорить чалгарадия, то есть люди именно заячьего рода. И очень много легенд, разных преданий, сказок, где утверждают, что зайцы – это очень хитрые, умное животное, которое в разных ситуациях ведет себя в соответствии с ситуацией и всегда выходит победителем. Это в легендах лесных юкагиров. С другой стороны, очень много легенд, связанных с другой личностью, даже, мы скажем так, с другой персоной юкагирской мифологии. Это, конечно, медведь. Медведь является священным животным не только юкагиров, а вообще у всех народов Сибири. Это интересно то, что как раз, как и у всех народов юкагиров, очень много таких представлений. Например, нельзя о медведе говорить вслух, если
назвать его. Это вот у венков, например, название некоторых говорится «тот, о ком нельзя говорить». Или, например, о нем говорят, как вот и у юкагиров тоже хаха, это, например, дедушка. Да? У других там говорят босоногий дедушка и так далее. И действительно, это животное, которое вызывает особый трепет, особое отношение у всех этих народов, в том числе у юкагиров. У юкагиров есть предания, которые говорят, что один из юкагирских родов произошел от медведя, от сожительства юкагирки с медведем, и от него у нее родился сын, которого звали Арбеткен или Арбечкен, и от которого пошел этот юкагирский род. И поэтому этот род не мог охотиться или убивать медведей. У нас нету таких четких указаний, вообще у этнографов, да, нету преданий или еще каких-то таких сведений о том, что тотемом мог быть волк. Но вот некоторые легенды утверждают обратное. Например, вот известная легенда о белой волчице, которую пересказал Николай Николаевич Курилов, который рассказывает о том, что когда-то в древности вот один из юкагирских родов жил, и у них вот в этом роду были 3 вот семьи проживали, в каждом роду было по одному ребенку родилось. В 2 родах это были девочки, а в 3-м роду это был мальчик. Они жили дружно, и вот шаман местный сказал, что вот одна из девочек является нареченной, суженной этого мальчика, и что они в будущем будут мужем и женой. Однако так случилось, что когда они стали взрослыми, парень полюбил другую девушку. Однако родители ему запретили встречаться с той девушкой, и по настоянию родителей, по настоянию шамана он вынужден был жениться на другой, которая была с детства ему наречена его невестой. Так вот, та девушка, которая осталась одинокой, она ушла и с помощью одного из шаманов она превратилась в волчицу. Она сказала: лучше я буду одинокой в тундре, подальше от людей, чтобы забыться обо всем. И она, превратившись в волчицу, ушла, но тем не менее душа ее все равно была рядом с любимым, и она время от времени возвращалась к стойбищу. И вот интересно, вот легенда утверждает, что в этой молодой семье через некоторое время родился ребенок, однако сон и спокойствие этой семьи нарушалось время от времени воем волчицы, которая появилась и обитала недалеко от их стойбища. И тогда жена потребовала от мужа, чтобы он убил этого волка, эту волчицу. И муж противился, всей душой противясь этому, тем не менее, заботясь о своем семействе, он пошел на охоту и догнал таки этого волка и хотел его убить, но когда эта волчица взглянула на него, когда их взгляды встретились, то он вдруг понял, увидел глаза своей любимой. И тогда он отпустил волчицу, сам стал не свой, а через некоторое время, когда уже в их роду было все нормально, когда были сделаны большие запасы, он ушел из своей семьи, чтобы превратиться в волка и соединиться со своей любимой. Вот такая легенда. Помимо тотемных животных, есть и некоторые животные, которым уделялось очень много внимания, от которых зависела жизнь людей. В первую очередь, конечно, это олени и лоси, с которыми связана практически вся жизнь и бытование северных народов. Я не буду говорить с вами о домашних оленях, а остановлюсь именно о диких оленях, потому что именно дикие олени очень долгое время добыча их, особенно на переправах, являлась основой вообще пищевого рациона юкагиров. Так вот, очень много легенд, которые говорят о том, что у каждого животного есть свой дух-охранитель. У юкагиров есть даже такой термин «пэджу», что есть такой дух, который охраняет их. И вот, например, охотничьи некоторые традиции, которые утверждают, что нельзя добывать первого оленя, оленя-вожака. Кто был и видел вообще миграцию диких оленей, наверное, помнит, что они двигаются за оленем-вожаком, он следит, он обнюхивает
воздух, этим самым, как сказать, ощущает, есть опасность или нет, и потом трогается, как бы идет первым он. Так вот, некоторые охотники в своих легендах утверждают, что если вот у кого как-то с середины уже прошлого века, вот последние 50 лет появились бинокли, и вот некоторые старики утверждали, что у вожака на хребте сидит некое существо, маленькое существо. И вот даже если вот я говорю, что это старики утверждают, что это Пэйджул, это дух-охранитель, и что ни в коем случае нельзя убивать этого вожака, потому что иначе этот дух-охранитель разгневается, и будут большие бедствия для всего этого рода, из которого охотник происходит. Юкагирские письмена обычно называют тосами. Тосы — это так называемые обработанные берестяные, обработанная береста, и на котором как раз юкагиры с помощью заостренной палочки или ножа и так далее рисовали и вот свои письмена. Вот сегодня мы как бы хотели бы вот рассмотреть, о чем же писали юкагиры и какие были у них письмена. Когда мы говорим письмена, это не буквы, это не слова, а это именно у юкагиров было рисуночное, пиктографическое, как по-другому мы говорим, письмо. И вот начну вот с простейшего, так сказать, изображения. Вот такое схематическое изображение, это уже современные, так сказать, показания, да? Немножко достаточно утрированное, простое изображение двух человек. Когда вы смотрите, вот слева от вас, вот вы видите, это девушка, и справа парень. И вот как бы между ними есть определенная преграда. То есть, как вы видите, здесь уже схематичное изображение людей. Какая-то форма, ну, возможно, можно сказать, человеческого тела. Но постепенно вот эта вот схематизация доходит до того, что юкагиры создают особую форму изображения человека. И вот хотел бы я вам его показать. Вот такое уже изображение. Очень интересное. Дело в том, что для юкагиров как раз одним из особых таких почитаемых объектов являлись деревья. С деревьями юкагиры имели особые отношения. Была, например, такая форма, своеобразный такой ритуал, он назывался арполубе, то есть ритуал породнения с деревом. Человек, вот каждый человек, каждый юкагир имеет свое дерево. И вот, к примеру, я родом с Верхней Колымы, с Нелемного. И если у меня там, например, есть дерево, и сейчас я нахожусь в Якутске, то по состоянию этого дерева мои родственники могут судить, какое у меня состояние здоровья, как у меня сейчас дела. Если дерево пышно цветет, то значит у меня все нормально, все хорошо. Если же там что-то происходит, то они могут даже позвонить и спросить, что у меня случилось. Там, может быть, у меня болезнь какая-то или еще что-то. То есть очень такое трепетное отношение к дереву и очень много легенд и преданий, рассказывающих об этом. Поэтому неудивительно, что для изображения людей юкагиры выбрали именно форму дерева. Вот. Перед вами классическая юкагирская семья, как они его изображают. Вот это вот так называемое непонятное какое-то, скажем, трапециевидное изображение, внутри которого находится, это обычно так изображают дом. Полностью закрытый и так далее, это означает, что это уже семья, которая никуда не собирается уходить. Вот она вот пришла, поселилась на этом месте, и на котором она будет долго находиться. Вы видите две, как бы в форме как бы дерева, изображения. Левая, вы видите, вот как бы небольшая, вот если мы посмотрим, поймем, что верхняя часть это олицетворяет голову, и от него отходит такая линия. Вот эта вот линия это обозначает косу, девичью косу, и что именно, вот это значит, это именно изображение, это именно девушка, женщина. Справа, соответственно, мужчина. Вы скажете, а что же здесь такое отходит? Дело в том, что вот это вот так называемые толстые, некоторые здесь и перекрещивающиеся и так далее изображения, это мысли людей. То есть вот эти вот так называемые, чем больше таких линий друг с другом связаны эти две фигуры, значит, они очень крепко связаны. То есть это семья, это муж и жена. И вот более того, вот эта девушка вот своими мыслями ограждает
своего мужа, своего парня, чтобы, не дай бог, его кто-то не увел. Дело в том, что в дальнейшем мы будем рассматривать такие ситуации, где действительно это был, так сказать, очень серьезный момент. И даже в то время, когда, так сказать, использовалось это рисуночное письмо. Вот то письмо, которое сейчас я вам показываю, это относится к так называемым любовным письмам. Интересное явление. У юкагиров пиктографическое письмо использовалось в двух случаях. Один случай, который использовали только девушки, это любовное письмо, и только девушки его писали. И они чаще всего выражали так свои мысли, свои хозяйственные какие-то дела, свои семейные проблемы и так далее. Вот именно девушки, так называемое пиктографическое письмо. Вот перед вами изображен ТОС, который относится тоже вот к конце 19 века он написан, известно, вот опубликовал его Ехельсон. И вот посмотрите, пожалуйста, юкагир женат на русской женщине, у него 2 детей. Вот это вот часть. Это вот как мы определили, что это русская женщина? Посмотрите, пожалуйста, у нее особая какая-то вставка. Дело в том, что, вы сами знаете, у русских женщин 19 века были очень широкие юбки. Вот как раз это нашло отражение вот в данном письме. И вот у них 2 детей. Вот очень интересно как раз вот так называемый смешанный брак, да? А вот девушка, по всей вероятности, она состоятельна, потому что у нее есть свой отдельный жилище. Вот девушка, видите, коса и так далее. И вот она сообщает ему, скорее всего, она написала письмо вот этому парню, что вот она думает о нем, что ее все мысли о нем. Что вот ее мысли как бы направлены к нему. А что же с ним? То есть, а он, по всей вероятности, когда-то тоже, она пишет, наверное, ты неравнодушен ко мне, вот у тебя идет движение ко мне. Но вот твоя русская супруга, ее мысли надежно предохраняют, защищают его от ее. Но вот ее мысли проникают все равно как бы к нему. Вот. И она предупреждает этого парня о том, что есть другой парень, который думает о ней. И если ты не ответишь на мою взаимность, то мои мысли могут уйти к нему. Вот так вот пишет юкагирская девушка парню, который, по всей вероятности, проживает в крепости Верхнеколымске. Второй вид юкагирского письма – это промысловые тосы или промысловые карты, так называемые. Их писали как раз уже мужчины. Вот. Здесь я хотел бы показать, они уже более реалистичные, уже похожи на то, что вот мы, так сказать, простые как бы рисунки. И вот я хотел бы здесь вот показать, вот, например, вот такой тос. Посмотрите, пожалуйста. Здесь вот очень показано, что вот мы, в общем, какой-то род, который проживает в 3 урасах, он кочует куда-то, то есть уходит. Вот они пошли на охоту, вот они вот видели оленей, одного они оленя убили. Вот здесь вот они потом, с этого же места они ходили на охоту. Посмотрите, пожалуйста, там, по всей вероятности, они убили несколько или глухарей, или, скорее всего, глухарей. Вот показано 2 птицы, которых они, скорее всего, убили. Вот показ на лыжи, вот нарты, вот передники, что вот здесь вот женщины остались. Вот это вот очень... И вот это вот интересно, что вот это вот промысловые тосы, вот здесь вот показано, как они перекочевывали, по всей вероятности, видите, вот на карбасах, которые тянули вдоль реки и перекочевывали. Вот эти вот промысловый тос очень интересен тем, что он в той или иной степени перекликается с наскальными рисунками. Очень много мы видим параллелей. Очень много разных, как бы сказать, перекличек с этим. Поэтому недаром же, вот особенно наши так называемые неолитические или мехтахские, усмильские наскальные рисунки имеют, по всей вероятности, очень многие обсуждают, кому они принадлежат. Вот некоторые из исследователей этих писаний считают, что, возможно, они принадлежат древним предкам юкагиров. Последний тос, который я хотел бы показать, вот этот тос, да, почему он мне привлек мое внимание, здесь хотел бы показать, что тоже, вот посмотрите, пожалуйста, вот это вот изображено селение юкагиров по притокам рек, а это изображен Верхнеколымск. Мы это определяем центральный, почему это вот как раз центральный острог, потому что здесь церковь нарисована. Именно наличие основного, главного как бы отличия данной вот Верхнеколымска.
И именно вот как бы юкагиры когда-то вот съезжались именно близ Верхнеколымска, и там устраивали свои ежегодные праздники Шахаджибе. Вот. Вот возникает вопрос, кому же адресованы эти письма? Если понятно, что вот любовные письма, они были адресованы парням, и девушки их писали, то кому же адресованы вот эти промысловые, то есть вот эти своеобразные отчеты об охоте или кочевках? Кому же они адресованы? Дело в том, что, как раз я уже сказал, о том, что юкагиры раз в год собирались на Шахаджибе. Они съезжались со всех окрестных мест, со всех рек, вот в предместье недалеко, вот местечко Прорва, недалеко от Верхнеколымска. И там они забирались, и там обсуждали итоги, подводили итоги года. Но бывало так, года были очень сложные, бывало так, что некоторые роды не приезжали. И тогда организовывались своеобразные спасательные экспедиции. Они выезжали к тому роду, который не прибыл на этот праздник. И вот, прибыв на какие-то участки, они, по всей вероятности, были определенные условия, они находили эти тосы, которые сообщали, куда они ушли, куда они перекочевали и где их можно найти дальше. Или по ним можно было определить, какая у них была эта зимовка. И потом, и вот так они, так сказать, передавали информацию друг другу. Таким образом, вот очень интересное явление юкагирской культуры, пиктографические письма юкагиров, они очень интересны. До сих пор еще многие детали их не расшифрованы, и они еще ждут своих исследователей. Основоположником юкагирской литературы и первым ученым из числа представителей народов Севера, кандидатом экономических наук, защитившим и докторскую диссертацию, а также общественным деятелем, был Николай Иванович Спиридонов, писавший свои экстраординарные художественные произведения под псевдонимом Теки Адулок. Возможно, при выборе своего псевдонима он вспомнил свое детское прозвище Теки, что означает «белка-летяга», ведь он был, говорят, очень озорным и шустрым. И, конечно же, в псевдониме подчеркнуто, что он является потомком Адулок, лесных верхнеколымских юкагиров. Он родился в 1906 году на притоке Колымы, реке Ясачной, близ юкагирского стойбища Неремное. И вот с установлением советской власти на Колыме 15-летняя направляют на учебу в Якутск, а затем и в Ленинградский университет. Здесь он занимается под руководством выдающегося ученого с мировым именем, исследователя языка и культуры народов Севера Владимира Ильича Багарастана. По его заданию Николай составляет наброски юкагирско-русского словаря, эвенско-русского словаря, пишет также статьи «Юкагиры», «Юкагирский язык» для большой советской энциклопедии. В 25 лет Теки Адулок закончил этнографическое отделение университета и по совету своего глубоко уважаемого учителя поступил в аспирантуру на факультет экономической географии. И в мае 1934 года Николай Иванович Спиридонов защитил диссертацию на ученую степень кандидата экономических наук по теме «Торговая эксплуатация юкагиров в дореволюционное время». Опубликовано немало его очерков и исследований о народах Камчатки, Чукотки, Колымы. Все они часто цитируемы по сей день современными североведами. О масштабах его общественной деятельности говорит его активное участие в работе Комитета содействия народностям северных окраин СССР. Так, в составе оргкомитета при создании Чукотского национального округа он 7 месяцев жил среди чукчей. И вот под впечатлением этой поездки была написана гениальная повесть Теки Адулока «Жизнь Имтеоргена-старшего».
Книга о жизни Чукчи в царской России была отмечена специальной премией как одна из лучших книг для детей, причем председателем комиссии был сам Максим Горький. И вот за 3 года книга была трижды переиздана. Мало того, она издавалась за рубежом, в Англии, Франции, Чехословакии, Польше, Литве и так далее, за 3 года. То есть Теки Адулок был первым северянином, чьи произведения стали известны зарубежному читателю. В 30 лет он защитил и докторскую диссертацию, однако все подтверждающие этот факт документы до сих пор не найдены, они утрачены, потому что в СССР во второй половине 30-х годов начались массовые сталинские репрессии. И в 1937 году Теки Адулок, работавший в Ленинградском отделении Союза писателей, и еще 9 ученых-североведов были арестованы по обвинению в шпионской деятельности в пользу Японии. Все они были расстреляны и в 1955 году посмертно реабилитированы. Имя Теки Адулока носит улицы в поселке Зырянка, вот в родном селе Нелемное, в городе Якутске, около Белого озера. А в дни 90-летия Теки Адулока в 1996 году имя выдающегося человека, которому суждено было прожить меньше 32 лет, его имя присвоено единственной средней школе в мире, где преподается адульский язык, на родине Теки Адулока, в селе Нелемное Верхнеколымского района Республики Саха-Якутия. И вот в том же селе Адульском, Нелемном, родился и вырос следующий адульский писатель Геннадий Дьячков, драматург. У него была обычная биография. Он, поначалу в Нелемном, вот это сейчас есть средняя школа, а когда учился Геннадий Алексеевич, был еще маленьким Гена, то это была только начальная школа. Дальше все уезжали учиться в среднюю школу в райцентре Зырянку. И вот затем он поступил в Красноярский политехнический институт, он очень хотел быть инженером, но на 3-м курсе бросил, потому что перетянуло желание писать. И он поступил на отделение прикладной лингвистики, совершенно новый факультет филологического факультета Московского государственного университета. И вот среди этих образованнейших профессоров, сокурсников своих, вскоре он стал славиться тем, что они очень были удивлены всем его новым произведением. Что касается вот сборника его рассказов «Казбек», это все прошло через удивление вот этих москвичей, окружавших его. И этот сборник, он вышел, к сожалению, в 1985 году, уже после смерти, скоропостижной смерти Геннадия Дьячкова, этого талантливейшего человека, который стал печататься в толстых московских журналах. Его пьесы выходили и в журнале «Театр», и в журнале «Современная драматургия». И вот на сцене нашего Сахатеатра Андрей Борисов поставил «Розовую чайку». Это вершина творчества Геннадия Дьячкова. И в этой пьесе старушка-юкагирка рассказывает, что к ней приехал, она работает в гостинице, она рассказывает о том, что в гостиницу приехал москвич, филолог, и с утра до вечера расспрашивает ее о значении юкагирских слов. А некоторые-то слова она забыла, с кем разговаривать. Ведь кроме Ирхаданы практически никто и не понимает ее. И вот поколение Ирхаданы, которые еще понимают язык, но отвечают уже по-русски или по-якутски, вот тут как-то на поверхность всплывает тема, главная тема этого произведения, которая была трактована Андреем Исаевичем как простой детектив. И вот все события прошлого преступления знает о них глухонемой старик Никифор.
И вот он плетет эти сети с начала до конца, сидит на сцене, и он пытается рассказать людям, что было-то на самом деле. Но, будучи, понимаете, вот возникает страшный образ глухонемого народа. И вот только у него музыкальное сопровождение, этот многоголосный Лондон, вот этот горлохрипение, вот этот круг, он слышит это только он, глухонемой старик. И вот будет ли, какова будет судьба юкагирского языка? Это символ розовой чайки. Розовая чайка – это птица, занесенная в Красную книгу. И вот она как бы символизирует состояние юкагирского языка. Пока она еще есть в природе, но что будет с ее будущим? И вот все творчество Геннадия Дичкова, который не знал родного языка, очень страдал из-за этого, и оно все пронизано болью за судьбу, будущее своего народа. И как прекрасно сказал о Геннадии Дичкове Николай Курилов, стержнем всего творчества Геннадия Дичкова, его короткой жизни, является вещий сон из повести «Казбек». Сон этот был истолкован старушкой-юкагиркой. Долго ты будешь блуждать по свету, долго будешь верить разным истинам, пока не найдешь свою. Это будет нелегкий труд, но ты найдешь свою истину и вернешься в родные края. И Геннадий Дичков нашел свою истину. Истиной стала его боль за свой малочисленный, многострадальный народ, включенный ЮНЕСКО в список народов, имеющих статус исчезающего этноса, и боль за свою родную природу. Что касается литературы вадулов, нижнеколымских юкагиров, то в писательской среде СССР и России сложилось такое уникальное понятие Курильской гряды. Так называют трех братьев Куриловых: прозаика, романиста Семена Николаевича, поэта Улуро Ада и авторитетного ученого с энциклопедическим кругозором Гаврила Николаевича Курилова и художника, и поэта, прозаика, журналиста Николая Курилова. Все они были родом из семьи последнего юкагирского шамана. И надо же было так воспитать своих детей, этим удивительным родителям, последнему юкагирскому шаману Николаю Николаевичу и его жене Анне Васильевне, блестящему знатоку юкагирского фольклора, передать своим детям все богатство родного языка, все знания о всех обычаях, традициях, культуре, чтобы сыновья стали известными всему миру писателями, прозаиками, поэтами, а дочери стали преподавателями родного вадульского языка. Еще в начальной школе Семен Николаевич начал писать стихи. Но однажды он их показал своему товарищу, и тот так громко смеялся, что он зарекся, что никогда больше стихов писать не будет. Но зато его просто распирало от того множества знаний, полученных ему из рассказов своего отца о народной жизни, что он не мог не писать. И вот появились все эти книги постепенно появились все эти книги. И, конечно же, центральное место в этом потоке информации, потоке высокохудожественной литературы, о бытии, обычаях, жизни юкагиров, конечно же, занимает роман, первый юкагирский роман «Хамидо и Халерха». Он вышел и в Москве, и в Якутске почти в одно время. Конечно же, нужно было время для того, чтобы перевести все это. И вот такой толстый, первый юкагирский роман. Конечно же, тогда еще не было даже письменности не было юкагирской. И он писал все это на юкагирском языке. Но вот, как рассказывает позже его брат Гаврил Николаевич, он пользовался своеобразными значками. Вот как
В транскрипции английского языка долгое «а» обозначается с двумя точками, или «о» и две точки, долгое «о». И вот точно так же он писал с этими точками, вот удвоенные вот эти гласные говорят. И вот, конечно же, этот роман имел просто невероятный успех. Он публиковался и в «Роман-газете», и вообще в крупнейших советских издательствах. И вместе вот этот рассказ о дореволюционной, в царской России происходивших событиях, и также вот следующий роман «Новые люди». Вот тут есть и русский вариант, и сама якутский вариант этого романа. И все вместе его творчество, оно, понимаете, масштаба Тихого Дона. Вот если бы, конечно, он жил подольше и не умер в 45 лет, всего 45 лет, и за это время вот создано такое творческое наследие, то, конечно же, переведенное на английский и другие языки мира, возможно, это был бы наш Нобелевский лауреат. Его брат Гаврил Николаевич уже был человеком другого поколения, хотя он младше его всего на 3 года. Но вот он уже учился и в педагогическом училище в Чурапче, и в Якутске, потом в Ленинград уехал, поступил в аспирантуру, в докторантуру. Это вообще крупнейший ученый, который написал вот на этой полке его научные работы. Вот, например, академический якутско-русский словарь. Здесь более 11 тысяч вот лексических вот таких объяснений приведенных, которые Гаврил Николаевич собирал в течение всей своей жизни. И все эти вот кандидатская диссертация, его докторская диссертация, и вот его дальнейшая работа в академическом институте, вот вышел «Фольклор юкагиров» в 60-томной серии, и все эти его потрясающая совершенно деятельность в области возрождения юкагирского языка. Он и Николай Николаевич Курилов, как художник, создали первый букварь юкагирский. Он и, значит, создавал все учебники юкагирского, вадульского языка. И я думаю, что то, что он преподается сейчас и издавна преподается в Андрюшкино и в Якутском университете в нашем, то, конечно же, велика заслуга вот его, нашего Гаврила Николаевича Курилова, как ученого. Поэтический псевдоним Гаврила Николаевича – это Улуро Адо, переводится как «сын Алёринской тундры». Алёринская тундра называется Улуро. И вот, значит, очень много книг, это целая энциклопедия, так сказать, поэтических образов, чисто юкагирских. По стихам Гаврила Николаевича можно изучать палитру эмоциональную юкагиров, их менталитет, их взаимоотношения. И также нельзя не упомянуть о его общественной деятельности. Это создатель Совета старейшин юкагирского народа и человек, который разработал и способствовал принятию закона о суктуле юкагирского народа. И вот неизменный председатель Совета старейшин и президент юкагиров России. Младший из братьев, Николай Николаевич Курилов, был младше старшего Семена на 14 лет, среднего Гавриила Николаевича на 11 лет. После Намского педагогического училища Николай окончил Красноярское художественное училище. Далее работал учителем черчения, эстетики в школе, художественным оформителем в поселке Чешский и фотокорреспондентом газеты «Колымская правда». С 27 лет талантливый художник, участник региональных, всесоюзных выставок. Он пишет еще и стихи, прозу, рассказы из жизни северян, пишет книги для детей, а вместе с Гаврилом Николаевичем Куриловым создал первый юкагирский букварь. В 33 года он стал членом Союза художников СССР и в 39 лет членом Союза писателей СССР. На нашей выставке вы видите изделия очень известной мастерицы юкагирской, знатока и носительницы языка и фольклора адулов, верхнеколымских юкагиров. Эти изделия сделаны руками Любови Николаевны Деминой, которая сама расскажет вам о своих изделиях. Вот эта сумочка изготовлена
из шкурки головки птицы. В основном водоплавающие птицы, утки, утиные шкурки. Юкагирские мастерицы собирали их, высушивали, снимали с кожу, вместе с кожей вот эту вот утиную головку, высушивали ее на дереве, на доске, на прямой. Потом снимали, удаляли жир тонким ножичком, и потом уже применяли эту. Ничего ее мять не надо было, и применяли ее для вот таких сумочек. Тут даже вот кожа от носика тоже можно было снять для красоты. Эта сумочка, нагрудная сумочка, изготовлена из шкурки головки от утки. Ожинудо йо миндалла, вот ожинудо йоги адон это. Вот эта вот вставочка, которая постоянно в юкагирских сумочках бывает, называется пунача. Она может быть другого цвета. Таким образом сшивалась сумочка вместе. Вот этот узор, вот этот вот, обязательно должен присутствовать. Смена дня и ночи. Поджорхо и мил. Должны чередоваться. Поджорхо и мил. Красный цвет, кайленча. Цвет, присущий кайленча шорила, присущ был юкагирской одежде, юкагирскому орнаменту. Цвет солнца, ейлёджи. Вот это ейлёджи, солнышко. Здесь тоже присутствует смена дня и ночи. Поджорхо и мил. Кужу, тилей, вот это голубое небо. Желтая няда, хвоя осенняя, няда пора. Здесь вот зеленая это земля, лапе, снег, пукаля, белый цвет, вот пукаля. Ну и вот как бы отображение природы, окружающего мира запечатлено в этом орнаменте ейлёджи, солнышко. Вот это нёджинер, игая, веревочка из замши. Вот так, ее можно, сейчас можно ее так одевать, можно носить такие сумочки. Она изготовлена, я уже изготавливаю для современного использования, поэтому можно ее носить как украшение. Вы видите выпускницу Арктического государственного института искусств и культуры Ирину Дускулову. Это первая профессиональная верхнеколымская певица, поет песню на своем родном адульском языке. Одул шармутки, еле уратте, та не демитин кейсемет, мет що може шубедегет, мет нумануля геттедит, мет тедит людянуме, мет тедит кожунуме, мет тедит унунуме, мет лабамоги, мет тедит. Регитля, регитля, догутля, догутля. Шоромон лебе пеге, чтобы